Я записываю видео из укрытия, в котором вынужден находиться, потому что я боюсь за свою жизнь. После того, как сотни сторонников консерваторов штурмировали мой дом и пытались навредить мне и моим детям. Записки с угрозами продолжают поступать даже сейчас. Да, я боюсь, но я не сломаюсь. Меня зовут Исраэль Фрей, я журналист. Они нацелились на меня, потому что я говорил о том, что нужно проявлять жалость к детям Газы, которых постоянно убивают, и молиться за них. Для Израиля наступили тяжелые времена. Фотографии с мест нападений просто ужасны, а потери вызывают печаль. Израиль травмирован, но эти травмы и эмоции быстро переходят черту и пробуждают в нас то, что насаждалось нам, израильтянам, годами и разрасталось сильнее в этом экстремистском и расистском государстве, а именно расизм, национализм и чувство еврейского превосходства. Войну на западном берегу используют как предлог, чтобы изгнать людей и очистить палестинские деревни. Вооруженные колонизаторы вторгаются в деревни и стреляют в их жителей. К примеру, в деревне Кусра захватчики убили 4 человек. На следующий день они прервали похороны и убили там же отца с сыном. Палестинский народ вынуждает покидать свои дома с угрозами со стороны колонизаторов и военных. Боль за наши утраты велика, но люди используют эту войну, чтобы продвигать заранее запланированную политику апартеида, этнической чистки и изгнания палестинцев. 2 слова. Вторая накба говорит сама за себя. Фотографии арабских детей с направленными на них оружиями распространяются в соцсетях с надписью «Убейте сегодня террористов завтрашнего дня». Более того, массовые убийства в Газе, тысяч невинных людей, среди которых 1000 — это дети, происходят со всеобщего одобрения. Любого, кто проявляет сострадание по отношению к невинным людям, которым мы причинили столько боли, клеймят предателями. Ему начинают угрожать, как будто кровь жителей Газа ничего не стоит. Наши военные преступления не утешат наших погибших. Я хочу обратиться к 2 группам. Во-первых, к израильтянам центра. До войны здесь произошел демократический и впечатляющий протест. Но если сейчас вы говорите тем же языком, что и Бен Гвир, если из-за гнева и печали вы не можете предложить другой альтернативы коррумпированной политике правительства Биньямина и Смотрича, то вы уже никогда не сможете проводить протесты, потому что нет никакой демократии. Пожалуйста, пересмотрите свои действия и станьте голосом нравственности против бесполезной войны и бомбардировки мирных жителей. Поддержите тех, кого преследуют. Сейчас на их месте завтра можете оказаться вы. Во-вторых, я хочу обратиться к миру. Убедитесь, что вы не переступили тонкую грань, потому что благодаря вашей готовности поддержать Израиль, это правительство проводит политику этнической чистки, оккупации, преследования, оппозиции и внедрения фашизма на этой земле. Пожалуйста, не становитесь частью этого. Предоставьте помощь хорошим людям среди нас, которые знают правду. Цикл боли и тяжелых утрат не разорвется с помощью наращивания силы, а лишь внедрением равенства и справедливости